В сети интернет появился ролик, что ингушское царинское общество – это чеченский тейп. Хочу сказать, или автор явно не историк и не имеет к этому отношения, или провокатор. Такие провокационные ролики стали чаще появляться в сети. Кому-то это нужно. Но перейдем к оппонированию горе-автору и его перевиранию с пояснениями хронологии и истории ингушей-царинцев. Да, правда, царинцы – воинственное общество и непокорное. Это есть во многих записях у архаичных историков, так и современных, в том числе и чеченских. Царинцы – непокорное ингушское племя, так как противостоят всегда набегам с восточных окраин, закалили в себе воинственность, и они более воинственны из горцев. Об этом пишут в терских ведомостях, очерки в газетах «Кавказ», «Горец» и так далее. Также чеченский историк Сулейманов отмечает в своих трудах, что царинцы считают себя истинными горцами и голгаями, потомками жителей башен. Начиная с летописи русской истории 1700-х годов до современных авторов нигде не названо царинское общество чеченским. Именно царинцы и горное поселение Цори упоминается архаичными авторами и есть практически на всех старинных картах Кавказа, но нигде никаким автором не упомянуто, что царинцы чеченский тейп – это ложь. В трудах арабских историков IX-X веков, таких как Масуди и Ибн Руста, упоминается царство Сур в горах Капка, и в комментариях к этим трудам историк Караулов уточняет, что это не что иное, как Цори, ингушское замковое башенное поселение под Цариламским хребтом Кавказских гор. Следующим умозаключением горе-автор предполагает, что согласно гаплогруппам крови L1-L3, царинцы имеют эту гаплогруппу, как и другие чеченские тейпы, которые он перечисляет. Опять, где автор взял эту статистику и кого исследовал? Среди царинцев есть группа G2, L1 и так далее. Но это не точно, так как исследование не массовое, а единичное. По такой логике все в Европе, Саудовской Аравии, а в России и евреи – это чеченские тейпы. Думаю, не согласятся с этим мнением историки и научные деятели этих стран. И снова маразм крепчал у провокатора, не правда ли? Следующим высказыванием автор апеллирует энциклопедией 1897 года и утверждает, что царинцы – народ Нахчи. Хочу огорчить горе-историка. В записях переписи населения 1818-30-х годов горные поселения отмечены в рапортах царских офицеров и перечислены все поселения, так и царинское, где нигде не отмечается, что это чеченский тейп. А вот в переписях и описи Терско-Кубанской сословной комиссии по семейной списке Ингушского округа 1864 года под номером 49, фонд 262, ОП-1, дело 77, отмечены царинские поселения и жители этих комплексов, и нигде не отмечено, что это чеченское общество или тейп. Также в посемейных списках населенных пунктов Владикавказского округа Тверской области перепись жителей Ингушского округа 1886 года отмечено поселение царинского общества, и нигде нет, что они чеченский тейп или общество. И тут мы видим, автор ролика явно заврался и перевирает источники намеренно. Но если горе-автор хочет слукавить на отношение к термину «нах» – «войнах», то отношение прямое у царинцев и ингушей. Родословная ингушей царинца восходит к праотцу и пророку алейхиссалам Ною. На ингушском языке произносится как «ноа». «Ноа». Так и сегодня в обозначении ингушей народа людей на своем языке как Адам, что означает люди, народ, так и имя первого человека и пророка алейхиссалам Адама, так и На или Ноа, от которого после потопа идет второе определение народом. Да, ингуши называют себя На, и многие тейпы несут родословно от этого праотца. Да, но если следовать логике автора, то все народности, произошедшие от этого имени, чеченские тейпы. Не думаю, что многие страны согласятся с этим и народности. Всем известно, что с ковчега сошли не только люди из народа Ноя, но и также 80 семей других народностей. От сына Ноя и Афета произошло много народностей. Вообще, о происхождении коренных кавказских народов Леонтий Муравелий в своих трудах «Жизнь картлийских царей XII и XIV веков» описывает так.
Прежде всего упомянем, что у армян и картлийцев, аранов и малаканов, эров и леков, мигрелов и кавказианов, у всех этих народов был единый отец по имени Таргамус. Сей Таргамус был сыном Таршиса, внуком Иофета, сына Ноева. Был то Таргамус героем, среди сынов его отличились 8 братьев, герои многосильные и славные, которые звали так: первого Гаус, второго Картос, третьего Бардос, четвертого Мовакан, пятого Лек, шестого Эрос, седьмого Кавказ, восьмого Эгрос. Во-первых, четко очерчена география расселения кавказских народов, воспринимаемых древним историком как потомки Таргамуса. Если с армянами, картлийцами, грузинами, мигрелами, иранами, албанцами все ясно, то другие наименования требуют расшифровки, которую мы получаем у Цулая в соответствующих примечаниях. Моваканы – племя Кавказской Албании, родственное современным лезгинам. Эры – древний могущественный народ, живший на сопредельных территориях современной Восточной Грузии и Западному Азербайджану. Гаосы – славянские племена, леки – грузинские названия народов Дагестана, в целом эрос – греческие народности, эгроссы – русичи, русские, картлосы, грузинские, кавказские предки и не только современных ингушей и чеченцев, но и ряда других этнических групп, некоторые из которых до нашего времени не сохранялись. Так, вопрос к автору ролика. Эти все народности тоже чеченские тейпы? Также хотелось бы автору на заметку подчеркнуть, что в горах Ингушетии сохранились поселения с патроническими названиями, так как Таргим от Таргамуса и рядом Бархе, что означает 8, что могло также в обозначении 8 сыновей его и от которого разошлись народности. Некоторые авторы, описываемые и ссылаемые автором как подтверждение, не узнавали, кто и из каких обществ, и так как знали равнинных чеченцев, горцев и других обществ в своих трудах обозначали как похожих на чеченское племя. А то, что они говорили, что они народ Нах или от Нуаха, так и сейчас могут относить себя к своей родословной ингуши-царинце. Но русский термин обозначения народности появился намного позже этого, только с приходом их на Кавказ. Начались обозначения чеченцев и ингушей. Раньше внутри войнавских обществ все знали, кто и откуда, но никак не могли назвать чеченским типом царинцев. Нах да эзде Нах, да войнах да. Но при чем тут термин «чеченский тип»? До этого определения чеченцы тоже жили обществами. Так, в книге об истории Чечено-Ингушетии середины 16-18 века в главе «Общественно-политическое устройство» на 13 странице отмечено, что горную часть Чечни составляли общества Эки, Мялхи, Майста, Нашага, Пешхо, Чанти, Шатой, Бирной, Чебурлой. Горная Ингушетия состоит из обществ Чаурой, Джейрахой, Галгай, Фяпи. Это в исторической книге чеченских авторов. Автор, ты там какие книжки читаешь? Выдуманные? Сам обобщающий термин и метод разрушения социального строя и объединяющим фактором политики царской России было собрание воедино всего общества и обозначение одним наименованием. Чтобы убрать титулованную аристократию, так как ингушские и чеченские общества делились на свободных, благородных общин эздинах, так и на зависимых от них честь холопы, вольноотпущенники, работающие люди лаи и славных. Царская власть стала объединять всех в одних селах и обозначать одним именованием. Против этого шли восстания. Так, в 1858 году ингушское восстание против этого, хотя ингуши и потерпели поражение в том мятеже, но от своего не отошли, и все тейпы и общества также продолжают существовать и обозначаться. И термин «в войнах» идет от этого времени и раньше, как различие между эздинах и эсланах. Автор, и это ссылки на историков, в том числе и чеченских. Так что царинское общество – это ингуши были и есть. Мы тоже будем следить за вашими провокаторскими лжероликами и разоблачать их.